Ильяс Абликим, который работает в Турции на законных основаниях с 2014 года и имеет вид на жительство на неопределенный срок, подвергся обыску в своем доме и был доставлен в Центр репатриации. Есть опасения, что Ильяс может быть экстрадирован в Китай. Уйгурским туркам, проживающим в Турции, грозит опасность экстрадиции в Китай. 10 ноября 2023 года в дом Ильяса Абликима, уйгурского турка, получившего бессрочный вид на жительство в Стамбуле, был совершен налет. Ильяс, который на законных основаниях занимался телефонной торговлей в Турции, был выслежен антитеррористическими группами после того, как подал заявление на получение турецкого гражданства. Полиция специального назначения совершила налет на дом Ильяса, проживающего в Стамбуле с 2014 года. Ильяс Абликим, 30 лет, и его жена Мерхаба Абликим, 28 лет, а также их дети 1,5 и 6 лет были задержаны. После нескольких дней содержания под стражей Ильяс Абликим был переведен в Центр депортации мигрантов в Кайсере. Мерхаба Абликим была переведена в Центр репатриации иностранцев после 3 дней содержания под стражей. На этой неделе уйгурское движение совершило серию визитов в парламент Турции в рамках политики информационного освещения продолжающегося геноцида уйгуров в Восточном Туркестане. Представители движения встретились с председателем комиссии по правам человека Великого национального собрания Турции, депутатом от партии АК, бывшим министром семьи и социальных дел Турции Дарья Янком, президентом уйгурского движения Рушетом Аббасом и директором уйгурского исследовательского центра Абдулхакимом Идрисом. Мы будем продолжать защищать права наших уйгурских братьев и сестер повсюду, поделилась Дарья Янычар об этом визите в соцсети X, ранее известной как Twitter. После встречи 15 ноября делегация уйгурского движения встретилась с председателем хорошей партии Миралом Акшенером в сопровождении депутата от этой же партии Аюка Туркеша Таша. Уйгурское движение, которое также провело встречу с Сельчуком Аздагом, депутатом Манисы от партии «Будущее» и представителем группы «Блаженство Будущее», поблагодарила Аздага за его работу в отношении Восточного Туркестана и уйгуров. Китайские власти построили еще одну автомагистраль, соединяющую Хотанский район Восточного Туркестана с китайским городом Синин. Согласно сообщению китайской общественной сети от 13 ноября, автомобильная дорога, ведущая в город Хотен на юго-западе Восточного Туркестана по дороге Хуангуан-Лянь-Мангя в китайской провинции Цинхай, будет открыта для движения в ближайшее время. Проект автомобильной дороги направлен на облегчение транспортного потока на шоссе Хотан-Цинхай, которое охватывает все расстояние от Синина с дополнительным соединением кольцевой дороги из провинции Хотан в Восточном Туркестане в Цинхай-Синин, Китай. Правительство Таиланда объявило, что оно отменило соглашение, разрешающее китайской полиции патрулировать территорию Таиланда из-за народных беспорядков. Как сообщает Reuters, правительство Таиланда отменило соглашение о сотрудничестве между полицией Таиланда и китайской полицией о совместном патрулировании центральных туристических достопримечательностей 14 ноября из-за массовых общественных протестов. Ранее между Таиландом и Китаем была введена система совместного патрулирования силами безопасности полиции в некоторых туристических точках с целью укрепления доверия между китайскими туристами, прибывающими в страну. Однако, после того, как рассматриваемый план вызвал большой общественный резонанс, правительство Таиланда было вынуждено отказаться от него. Несмотря на меры правительства по стимулированию спроса в Китае, падение цен на жилье продолжается. Цены на новое жилье в стране упали на 0,38% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на подержанное жилье также снизились на 0,58% в том же месяце. Президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором во время своего выступления. Реакция госсекретаря США Энтони Блинкена на эти слова отразилась на камерах. Эта реакция Блинкена была прокомментирована американской прессой как «не очень доволен ответом Байдена».